Возведение этого детсадика в селе Атбаши началось 9 лет назад. Тогда местный бюджет направил в строительство 18 миллионов сомов. Всего по смете требовалось 22 миллиона 700 тысяч. Работы, выполненные наполовину, резко прекратились. Между подрядчиком и местными властями начались затяжные суды, которые так и не определили, кто виноват. Спустя столько лет сельчане решили своими силами завершить детсад. Но при нынешних ценах на стройматериалы это оказалось людям не по карману. Наши депутаты переговорили с УКС и подготовили письменное обращение в вышестоящие органы. Они стараются решить этот вопрос. Мы надеемся, что при помощи УКС и поддержки государства мы сможем завершить строительство. А это уже районный дом культуры имени Сейитказы Андабекова. Артисты репетируют в верхней одежде. Система отопления работает плохо. Никто не скажет, что несколько лет назад в здании прошел капитальный ремонт за 23 миллиона сомов. После реконструкции крыша начала протекать уже при первых дождях. Сейчас наша система отопления работает на электричестве, и поэтому здание практически не обогревается. Зрительские кресла очень плохого качества. Люди плотного телосложения не помещаются в кресла. Обивка была желтого цвета, что недопустимо. Поэтому мы сами перетягивали сиденья в бордовый цвет. Пока что из всего здания мы работаем только в 3 комнатах. Однако ранее компания-подрядчик, которая выиграла тендер Атбаши Джаштары, заявила, что выполнила внутренние и внешние работы полностью. Сейчас сотрудники Дома культуры сами по мелочам пытаются исправлять ошибки строителей. Но находиться в здании зимой – испытание. В большинстве рабочих помещений бетонные полы, поэтому здесь постоянно дует холодный воздух. Капитальный ремонт не был сделан и в фойе. Там полы находились в неотремонтированном состоянии. Дети Сейитказы Андабекова выступили спонсором и купили для фойе плитку. Мы уложили ее собственными силами. Также помощь в 100 тысяч сомов на улучшение условий оказал и фонд развития. Сейчас сотрудники Дома культуры задаются вопросом, который пока что остается без ответа, а именно, почему плохо отремонтированный объект был одобрен к эксплуатации ответственным контролирующим госорганам. Мадина Низамова, Бөлükбай Шеримбеков, Адин Төлөбеков, Татыбүбү Кенжеакунова, ЛТР, Нарынская область.